Госслужащая с 15-летним стажем Медина Почхурбаева снимает квартиру. На протяжении многих лет она мечтает обзавестись собственным жильем. Обращалась даже в государственную ипотечную компанию, но ей отказали в участии в программе из-за низкой зарплаты. Госипотечное кредитование, когда открылось, я обращалась. Там из-за того, что моя зарплата мало было, мне 2 миллиона сказали, что очень много. И все никак не можем ни собрать, ни что. В настоящее время новый проект Ахпермет мне понравилось тем, что там можно собрать положенную сумму, первоначальный взнос хотя бы пособирать, где-то 3-4 года, по возможности. Это даже не определяется, это определяется уже с проектной организацией, с ними. И как-то теперь уже есть возможность приобрести квартиру. Надеемся, что... Отныне все граждане, независимо от вида деятельности, могут открыть жилищно-сберегательный депозит, в котором участник накапливает 50% от стоимости жилья, ежемесячно выплачивая взнос сроком от 3 лет и более, как ему удобно. В период накопления он получает 3-4% годовых. После того, как участник накопил нужную сумму и выбрал себе жилье, он получает недостающие средства в кредит по ставке 6-9% годовых на срок от 6 до 20 лет. Таким образом, можно не только купить жилье, но и сделать капитальный ремонт. Минимум от 3 до 10 лет вкладчик накапливает минимально необходимый размер для получения ипотечного жилищно-сберегательного кредита. Процентная ставка по жилищно-сберегательным кредитам от 6 до 9% планируется. Для открытия вклада гражданину необходимо прийти в офис жилищно-сберегательной компании, заключить договор, где указываются все условия. Включаем генеральное соглашение, где указываются все условия. Значит, минимально необходимый размер, предполагаемая сумма объекта. Значит, 50% от этой суммы это будет минимально необходимый размер. И вкладчик должен накопить в течение от 3 до 10 лет минимально необходимый размер. На эту сумму ежегодно начисляется 3% вознаграждения. Отметим, согласно мировой практике, система контрактных жилищных сбережений – это закрытая система, которую реализовывают специализированные институты, деятельность которых связана исключительно на операциях по привлечению сбережений физических лиц и выдаче льготных кредитов. К примеру, в Германии это институты Бауш-Паркассе, в Казахстане специализированный Жилстройсбербанк. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.